Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь, звоню из России. У меня, собственно, даже Если не можно вопрос, погромче, Аркадий. пожалуйста, Я почти очень вас не благодарен слышу, вам, Игорь. что благодаря таким людям, как вы, все-таки украинцы знают, что в России есть порядочные люди. И вот знают, что вы, Айдер Муждабаев, очень часто задаете вопрос, зачем это надо Путину, почему он то или иное делает, зачем захватили моряков, например, там, да, почему не прекращается конфликт. Я, как житель страны, которая процветает в русском мире, могу своими наблюдениями поделиться, я думаю, это будет объективно. Первое, на чем хотелось бы остановиться, кто же такой Владимир Владимирович Путин? Это силовик, все это знают. Для него паритет – это понятие вне его вокабуляра, он его не знает. Это первое. Поэтому, если у вас есть кандидаты в президенты, которые говорят, сядем, запишем на бумажке и потом поделим пополам и договоримся, то такого просто не будет. Это цирк. Человек из цирка идет как клоун договариваться с тем, с кем договориться нельзя. Он дзюдоист, я имею в виду господин Путин. Дзюдоисты не мыслят стратегически. Господа дзюдоисты мыслят очень короткой тактикой и оперируют болевыми приемами. Здесь, я думаю, всем все понятно. Главное ввязаться в драку, а остальное куда-нибудь вывезет. Это принцип Наполеона. Да, вот человек себя мыслит как Наполеон, пытается действовать как дзюдоист. Имеем то, что имеем. Ну и, соответственно, действует он только с позиции методов вербовки, как жандарм, да, потому что самый надежный агент – это тот, на которого есть убойный компромат. Поэтому то, что сегодня прихватили какого-то там очередного сенатора, всего лишь говорит о том, что вся эта публика – это глубоко завербованные люди, которые по самые гланды сидят в криминале, в откатах, в преступлениях, и они на самом деле называются таким словом прокси. Да, это слово, которое, я думаю, тоже не надо много объяснять. Что такое Москва, я думаю, вы, Аркадий, как москвич, поясните. Это метрополия классическая, которая дует колонии, и чем больше колоний, тем больше надой. Это нормально. Внутри МКАД все должно быть спокойно, стильно, денежно и сыто, чтобы не было Майдана. Потому что единственный Майдан, которого боится господин Путин, это Майдан внутри МКАД. Если в какой-нибудь Рязани восстанут сипаи, да, ну, как в Англии, в Британской империи, там, в 18-19 веке, их успокоит Росгвардия. Вот. Ну, соответственно, то же самое могут на себя примерить те, кто сегодня ломится в русский мир там, на Донбассе, в Крыму и так далее. Вы, ребята, сипаи для Москвы. Вы будете всегда просто надоены как следует, вымя у вас будет тренированное, и если вас будут кормить, только с целью извлечения молока. Отлично, Игорь. Вот просто спасибо вам огромное. Вы, конечно, выразили вот просто абсолютно все мои мысли, но вы их замечательно сформулировали, и просто вам браво и за этот звонок, и за эту формулировку. Вот вам, друзья мои, пожалуйста, мнение о том, что происходит, человека из самой сердцевины Мордора. Абсолютно согласен. Спасибо.